What do you think about Syktyvkar? How you reached? How was your flight? Everything is good? Yes, we arrived Мы прекрасно добрались. Нас вчера угощали прекрасным ужином. Всю ночь было море водки и отличного настроения. Утром мы вовремя проснулись, погуляли по городу. И нам на самом деле все прекрасно нравится. Публика у вас очень гостеприимная, и нам интересно. Отличный ответ. И слышу по голосу Лаури, что сегодня никого не оставится равнодушным. Какое все-таки первое впечатление, когда вы услышали о предложении поучаствовать в мультифестивале Ibiza? Слышали ли вы о нем? Может, что-то знали? Первое, что мы услышали об Ибице, что там будут выступать бурановские бабушки. А так как мы влюблены в этот коллектив, мы сразу же согласились с большим удовольствием принять участие. Yesterday, the Varunski babushki, they asked us to go into a nightclub with them, and Бурановские бабушки на самом деле предложили ребятам из группы Rasmus посетить ночной клуб, потусить, оторваться от души. Но так как ребята были немного уставшими, к сожалению, они не смогли составить им компанию. А вы бы хотели выступить на Евровидении за Финляндию? На самом деле, этот конкурс не является для нас каким-то соревнованием. Мы никогда его не обсуждали, наше участие в этом конкурсе. Но мы, может быть, какими-то путями рано или поздно к нему придем. Мне бы очень хотелось спросить, вообще, что касается самой группы, именно истории. Как же появилась группа? Группа Rasmus была образована в 1994 году. В следующем году будет юбилей, 20 лет группе. Все начиналось со школьных подмосток. Они выступали на различных мероприятиях. Это были в основном рождественские праздники. Можно сказать, что группа до сих пор сохранилась с 1994 года, изменился только барабанщик. Вы действительно уже достаточно долгое время вместе. А что же нужно делать, чтобы вы играли в одной группе так долго и все-таки действительно большое количество времени и состав не меняется? I think that we were really lucky to find each other when we were young. Когда Лауре было 19 лет, он слушал Бон Джови, играл на барабанах, и участник группы утверждает, что они счастливчики, что они встретились в этой жизни и нашли друг друга. Вы уже были в России, и какие у вас вообще впечатления в целом от России? На чем вот именно базируется ваша популярность у нас в России? Как вы думаете? Yes, we have been here many times. I think the first time we played in St. Petersburg was 96. Yeah, long time ago. Первый раз мы выступали в России в 96 году. Это был Санкт-Петербург. Это был такой культурный обмен, когда музыканты из Хельсинки выступали в России, а музыканты России выступали в Хельсинки. Чем вы занимаетесь в свободное от работы, от музыки время, от гастролей? Когда у нас есть свободное время в России, мы пробуем местную кухню, олени, сухарики и квас. Местный деликатес. И вот действительно, прямо у нас здесь в студии все это находится, и мы это вместе пробуем. Так что можете позавидовать нам. И вот пьют за ваше здоровье. Мы пьем квас за ваше здоровье. Да, действительно. За Юлю. Именно здесь. Спасибо, друзья. We say киппис. Кипис. Да, это здорово, это классно, ребят. Можете мне завидовать, это весело. Европа Плюс онлайн продолжается, и как уже говорила, дорогие радиослушатели, сегодня здесь у нас хедлайнеры мультифестиваля Ibiza второго дня. Это финская группа The Rasmus. Я знаю, что вы у нас прилетели прямо из Волгограда. Это верно? Yes, we played, да, мы на самом деле в Волгограде отыграли концерт. Это был грандиозный концерт. Там было около 200 тысяч человек. За последние несколько лет это самое крупное событие, в котором мы участвовали. I think that we have very passionate fans here in Russia. Ваша публика, она такая страстная, она умеет отжигать и веселиться. Вот, например, вы такая позитивная и такая интересная. Это супер. Да, спасибо, конечно, очень приятно это слышать. Ведь раз уж мы заговорили о публике, о концертах, сегодня что же ждет сыктывкарских слушателей, сыктывкарскую публику? We try to rock as hard as... Несмотря на то, что сегодня воскресенье, мы создадим такую атмосферу, как будто сегодня пятница, либо суббота. И будем отжигать не хуже бурановских бабушек. Обязательно приезжайте в Финно-Угорский этнокультурный парк села Иб. Мы будем там, будет все здорово.